Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазылаев и в начале выпуска коротко о главном. Паломничество к святым местам. Глава Чеченской Республики посетил гору Гайрак-Куарта и кладбище в Ахмат-Юрте. Одна из прекрасных традиций Рамадана и сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Коллективный ифтар прошел в доме главы региона. Республика отметила День чеченского языка. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева чествовали тех, кто внес вклад в развитие родной речи. Среди награжденных и наш коллега, заслуженный журналист Чеченской Республики Муса Арсанукаев. В Миннацинформ подвели итоги конкурсов среди журналистов, пишущих на родном языке. Среди призеров и наши коллеги. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. ويتعشيك بالع وش بالع حلقة باقصق إز بالع حلقة قرموارشة ويتعشيك جشدر ديوش جشدير مدرشة ويتعشيك حش ديوكسون حش قوشدير مدرشة باقشة وزغل والديل ويقويقشلش عدو عمشيك حلمانست حون ديل جوب دل كيتشخلش حون جش دا كيتشخلش حسن ورستيع باقش شيق إغيتم حون تبيل ميل شوق إبوخاي عن باقشة أستيبان ديل حقوي خوشخلشي بق بال بق حق بچاوين ديل دين دوشتلديك. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров побывал на горе Гайрак-Куарта. Место расположено на окраине села Илсхан-Юрт, откуда родом шейх Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость. Тут рядом с камнем устаз любил уединяться, проводя время в поклонении Аллаху. Исследователи жизни аулия говорят, что на камне до сих пор остались слезы от руки Кунта Хаджи. Здесь глава региона обратился с мольбой ко Всевышнему, взывая ниспослать милость чеченскому народу. После глава республики посетил кладбище в родовом селении Ахмат-Юрт. Здесь похоронены его отец Ахмат Хаджи Кадыров, дедушка с бабушкой Абдулхамид и Дики, старший брат Зелимхан, племянник Турпалали и боевые товарищи. Стоя у могилы, Рамзан Хаджи прочитал дуа, взывая Всевышнего принять их добрые дела и сделать обитателями рая. Также он побывал у могил односельчан, среди которых много соратников первого президента, отдавших свою жизнь на пути мира. В священный месяц Рамадан мусульмане стараются заработать как можно больше благих дел. Одно из лучших, как известно из хадиса пророка, мир ему и благословения Всевышнего, считается накормить постящегося. За это полагается большое вознаграждение. Так коллективный ифтар состоялся в доме главы республики. Перед трапезой знаменитые чеченские спортсмены совершили коллективный намаз под руководством Рамзана Хаджи Кадырова. За праздничным столом гости обсудили спортивные дела. Бойцы лиг ACA и UFC поделились с главой своими планами на будущее. В свою очередь Рамзан Хаджи Кадыров выразил уверенность, что ребята будут демонстрировать в октагоне хорошие результаты. 25 апреля республика отметила День чеченского языка. Этот праздник был учрежден в 2007 году указом главы региона. В доме торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие. Были подготовлена яркая концертная программа, в ходе которой ряду присутствующих вручили государственные награды. Среди награжденных наш коллега, заслуженный журналист Чеченской Республики Муса Арсанукаев. Подробнее расскажет Хеда Саламова. На торжественном мероприятии, посвященном Дню чеченского языка, собрались руководители ряда ведомств и те, кто уже много лет посвятил развитию родного языка. Так, в начале мероприятия председатель правительства республики Муслим Кучиев зачитал перед собравшимися поздравления Рамзана Хаджи Кадырова. Nokçi mettenis yazdıran kört bakılmış iyetsine aydın saçımsın çağ yine üç. Nokçi mod kompüter şu votporna alışveriş golbu koç bir. Elektronun giriş dilor derjes kileriye haşa mehal mutlukız. Nokçi mod bok bağamı iler bir vendiye kadın
هون أرش أومن خاني تنسي يزنيو دال ديقل دول نوخشي متندنس نوخشي ريسبублика Кыгылпу России Турбалпу Ахмед Хажид Рамзан. Далее премьер-министр наградил тех, кто внес свой вклад в развитие и сохранение чеченского языка. Среди награжденных наш коллега, заслуженный журналист Чеченской Республики Муса Арсунукаев. تغنى بزح حقوق إسباحشو أو أشوح هردزدر علامة ميخل علامة خزق قلو ديكوش دعنا روش دعنا دعيان شان ديريسلو دهبيرتيبيالو بلخ. Язык определяет культуру и самобытность народа. Его сохранили и донесли до нас герои, которые думали исключительно на родном языке, говорит министр культуры Чеченской Республики. دقلوا شيء أزلي شورتلوا باشتلوا يغن زانشكا غربل أبغن بوشبا كلمة شنا يازن إلبيت على الألفابيتن يازن وقت بيلوش لكن نخشي موتويز يخدوق نخشي زانشكا خليو شو خلج بالنشكا من الخلوة أي أمشكينا نخشي متخ ويلا يوش نخشي متسكين والقوان وشت الغربين موتويز أدمن داخل يا بوكاري كيرت Главный атрибут мероприятия – национальный костюм. Мужчины в черкесках и папахах, а женщины в габле. Для гостей подготовлена яркая концертная программа. Эта дата очень важна для республики, отмечают присутствующие. وين أجن شو دين دار مواطن حب اللبو ومواطن لربي القدام مودال تعبيرت كوش قدام برتس عبويل تانسن دينوش دال إيش مودال. Глава региона уделяет особое внимание тем, кто трудится в журналистской деятельности, показывая в своих работах красоту и многогранность родного языка. Одной из таких стала исполнительный продюсер редакции художественно-развлекательных программ ЧГТРК «Грозный» Луиза Бихоева. Она получила звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики». أتصل لقر ما خاد برسون جو ميخلدو هرسوخ ملخص بلخنا وصندوق شغل اختيش نيوسا تحقق دي ريس خيل وزنديلا أصبلخ مخسر لقر خادور. Сегодня в республике проводится немало работ с целью сохранения и развития чеченского языка. Созданы самые благоприятные условия для его обогащения и популяризации. Хайда Саламова, Азан Идрисов, Салман Усманов. Неделя. В стенах Миннацинформа подвели итоги конкурсов, приуроченных ко Дню чеченского языка. На церемонии награждения собрались представители научной и творческой интеллигенции, а также средств массовой информации Чеченской Республики. Победителей и призеров наградил руководитель ведомства Ахмед Дудаев, среди которых наши коллеги, главный редактор радио Хедия Тачиева и телерадиоведущий Адам Арипханов. В первую очередь этих людей объединяет любовь к родному языку. В зале присутствуют известные писатели, журналисты и учащиеся школ. С приветственной речью к собравшимся обратился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Ахмед Дудаев отметил особое внимание, которое уделяет глава республики сохранению и развитию родного языка. عيد لوشي عيد البارمح ببيش بقبل شغل قوي ما كهات عاشي كويوشا ويا يلقوش ودا لقوا والرمزان حشتا استيها اللقر شيء غنتاعي لقدا خوش دق بلغشبو طان ليردي ات بلغيخت هذا يقضو نوخش متدقل ويما كهت ويقداقن دول هردزدر وين ما أرى رمزان حاج ملخ ووش قيطاهوش بولش بلغش كهت بيوش بغا ويموت شيء قوم موتبو إذا ونو ميخل هندو شيء موت لر بريح برج بريح عام بيت ريح تون تتدم بغت ريح إذا دقم دو يوت صديريس ولا لا سون وي مسير صرخة ويا حق ديانسا دي غلوة دو حرا ويا كيغل هو
Рамзана хаш да луква вали да алвал. Чеченский язык славится своей красотой и давней историей. Однако в последнее время его употребляют все меньше людей. Конкурсы, приуроченные ко Дню чеченского языка, запущены с целью его популяризации. Это одна из важнейших задач в работе СМИ, отмечает Ахмед Дудаев. ويناغن تاغوتشل программ ويناغن تاغوتشل صورتي دوق تلفزيون شواح غازيتي حتنها دوزن دولهم تنديلا ويا هرشود عدو لوتشينها ويا خامي غيرش حلقه اشتا قستن كورت направлениеш قستق اتانو احد حره قستن نوخشي مو بربر التنا اتمنطق قستن تدم فوقشر دايبو تربوي قستن استحقاق وجردوي الله على خوتن ويواش صديق ردو. Конкурс среди журналистов, пишущих на родном языке, проводился в нескольких категориях. Так, в номинации телевидения победителем стал сотрудник ВГТРК «Войнах» Салман Автаев. Второе место занял наш коллега Адам Арипханов. Помимо работы на радио, он также ведет и телепередачи, одна из которых «Ишта Корматалла», за которую он и получил призовое место. هور شرچو عالم میگردل شو نخش متدن لیر نقصتن اخش آتیدن بیشخلرن وقی و دال هر موت بیت عمو ایمان حق الله وين دالت إيه بيرك تيل مسيري كورت نجا حل خري شغل قول متكش الدو الصغير سونا كورت نجا داق لا تردو الخير سونا دال إيه بيرك تيل مسيري دال قيمش كعساب وخيل خوي بلغنا قصدي مصو. В номинации «Радио» первое место заняла сотрудница ЧГТРК «Грозный», второе место работник ВГТРК «Войнах», а третье место главный редактор радио «Путь» Хедия Тачиева. Третья номинация «Печатные СМИ и интернет-источники». Здесь призовые места разделили издания «Зама», «Даймох» и «Грозный информ». Церемония награждения прошла и среди учащихся школ с 1 по 7 классы. Ребята участвовали в конкурсе «Нохчимот Оман Хазла». Он был запущен Миннац информом совместно с газетой «Даймох». Здесь же подвели итоги конкурса «Нохчин Матта, Нохчин Махка». Проходил он в 3 направлениях: лучший рассказ и цикл рассказов, лучший стих или цикл стихов и лучшая статья. Ахмед Дудаев вручил всем победителям и призерам почетные грамоты и денежные премии. Абдулла Батаев, Моусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. О новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. Теперь посещение заповедной мечети в Саудовской Аравии станет невозможным без специального пропуска. Такие меры введены из-за опасности распространения COVID-19. Тех же смельчаков, которых обнаружат на территории святыни без надлежащего пропуска, будут штрафовать на вполне приличную сумму. Такие меры предосторожности продлятся до окончания Рамадана. Об этом сообщает МВД Королевства. Проливные дожди вместе с градом обрушились на Мекку. В интернете появилось множество видеороликов, на которых видно, что стихия не пощадила ни заповедную мечеть, ни другие районы города. Министерство по чрезвычайным ситуациям Саудовской Аравии призывает население проявлять максимальную осторожность из-за осадков в виде дождя и града. Атаки на мечети во Франции со стороны исламофобов не прекращаются. На днях жертвой вандалов стала святыня в городе Таланс. Неизвестные нанесли на стены храмов надписи «Миграция убивает» и «Уберите ваши мечети». Этой вопиющей выходкой возмущены не только сами мусульмане, но и также некоторые представители правительства страны. 10-летний мальчик из Лондона Завьер Хан, одаренный кулинарными способностями, не только соблюдает пост в этот священный месяц, но и занимается благотворительностью. Хан записывает различные видеоролики, в которых делится своими рецептами и даже участвует в кулинарном шоу. По словам мальчика, его целью является сбор 5000 фунтов стерлингов в помощь нуждающимся. В городе Мальмö, Швеция, произошло чудовищное нападение на кладбище мусульман. Неизвестные повредили 10 надгробных камней. Председатель партии «Разные цвета» Микаэль Юксель утверждает, что не проходит и дня, чтобы мусульмане Швеции не подверглись нападкам со стороны ненавистников ислама. В данный момент по делу о нападении на кладбище идет следствие.
На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Грозном открыли еще один пункт книгообменника. К флешмобу Айшат Кадырова «Читать – это модно» присоединилось молодежное правительство. Сотрудники консультативного органа собрали более 150 книг разных жанров и направлений. Ящик расположился на бульваре Эсэмбаева. Любой желающий может взять для себя литературу. После прочтения книгу обязательно нужно вернуть. К акции присоединилась Изабелла Хамурадова. Ей слово. Более 150 новых книг разных жанров и направлений. Молодежное правительство Чеченской Республики присоединилось к флешмобу Айшат Кадырова «Читать – это модно». Теперь на одной из центральных улиц Грозного есть еще один пункт книгообменника. Любой желающий может взять для себя литературу по вкусу и узнать что-то новое. 2021 год объявлен годом науки и технологий, поэтому мы бы хотели тоже в нашем пункте книгообмена выложить научную литературу, чтобы молодежь занимались наукой, развивались, потому что за наукой будущее. И если молодежь пойдет дальше в науку, то это, несомненно, скажется в социально-экономическом развитии нашей республики и всей страны. Для любителей обсудить прочитанную литературу создан книжный клуб молодежного правительства. Ребята смогут не только поговорить о любимых произведениях, но и обмениваться книгами. Люди, которые читают книги, они любят обсуждать эти книги, потому что каждая книга может воспринята разными людьми по-разному. Поэтому они могут обсуждать, дискутировать по поводу тех или иных материалов, которые им были прочитаны. Можно участвовать в челлендже «Одна книга за неделю», в которой я участвую. Это очень такой развивающий момент. В дальнейшем данный проект будет подан на грантовый конкурс. В случае одобрения на вырученные средства будут открыты еще несколько подобных площадок в разных городах республики. Молодежное правительство Чеченской Республики совместно со школой интеллекта Брайнекс и при поддержке Россельхозбанка открывает свободный пункт книгообмена на бульваре Эсэмбаева. Мы рады, что сегодня это событие состоялось и что наша молодежь сегодня имеет такой прекрасный книгообмен. И наша задача заключается в популяризации именно бумажных видов книг. Мы хотим вернуть эти старые устои, чтобы дети, молодые люди, юноши, девушки, мальчики полюбили книги, полюбили чтение, потому что основной поток информации, он все-таки в них. Ничто так не развивает человеческий мозг, как чтение, отмечают организаторы проекта. Но на сегодняшний день электронные книги вытесняют бумажные. Проект направлен на популяризацию чтения живой книги. То чтение является не только душевным каким-то праздником для человека, не только для того, чтобы развить его мышление, словарный запас, но также и чтение книги, как и изучение языков, является профилактикой старческих деменций. То есть люди, которые читают книги, так же, как и люди, которые изучают языки, занимаются умственным трудом, они реже страдают болезнью Альцгеймера. Цель книгообменника в том, чтобы поддержать читающее население региона. Но есть правило. После прочтения книгу нужно вернуть обратно. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев и Салман Усманов. Неделя. На базе математической школы номер 1 состоялось очное открытие Всероссийской олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Право провести торжественную церемонию получили лишь 13 субъектов страны, среди которых и Чеченская Республика. Это стало возможным благодаря активному участию наших детей в просветительском проекте Банка России. Сама олимпиада началась 13 апреля и продлится до 17 мая. Участие принимают ребята с 1 по 9 классы. Такие состязания помогут школьникам развить предпринимательское мышление и повысить финансовую грамотность, говорят организаторы. Мы знаем, что такое деньги, да? А управлять ими – это очень важно. Очень важно, поэтому вы можете подсказать, будучи грамотными, своим друзьям, братьям, сестрам, родителям, как сделать все правильно с этими финансами, потому что очень много проблем из-за незнания бывает. Как мы знаем, государство ставит перед собой задачи развития небюджетного сектора экономики и те навыки, умения, качества, которые наши обучающиеся получат в подобных мероприятиях, безусловно, это поможет им в будущем. После церемонии открытия учащиеся 5 и 6 классов приняли участие в специальной викторине. Ребята попробовали свои силы в решении финансовых ребусов, которые подготовили эксперты отделения Банка России. После окончания игры всем участникам вручили грамоты и медали. Вместе с моим классом и не только с моим классом наша команда заняла первые места. Помимо этой викторины я буду участвовать и в Олимпиаде по предпринимательству. Хочу стать бизнесменом и зарабатывать много денег, иншаллах.
Очередная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла в городе Гудермес. Здесь для малоимущих жителей подготовили более 6000 продуктовых пакетов. В наборе все необходимое для полноценного разговения. Помощь, как говорят жители, они получают регулярно. На месте побывала Хейда Саламова. Подробнее об акции в ее сюжете. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает благотворительные акции, приуроченные священному для мусульман месяцу Рамадан. Так, очередная благотворительная акция прошла в городе Гудермес. الساعة نشبرت بولتسا أتصل بس بابو تربيش بقى وصل وداله ساق قبل دال ورأيون بحر وترغى رأيون كيوغل وترغى صن برك الألاء ومحكنا أيمن عجنا إشتا وبتش رمزان عجنا وصل وداله سير ساق إذنشكا دال صو دقيلة كان دورش قيمة دينها. Более 6000 продуктовых наборов подготовил региональный общественный фонд для малоимущих и нуждающихся семей. В наборе самые необходимые продукты питания: мясо курицы, хлеб, гречневая крупа, рис, макароны, мука, мед, соль и сахар. Такие акции здесь проводятся не впервые, говорят жители города. В хадисе, переданном от Тирмизи, говорится: пост является щитом, а садака гасит, уничтожает грех, подобно тому, как вода гасит огонь. Напомним, что подобные акции региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова проводит ежегодно на протяжении всего месяца Рамадан. Хайда Саламова, Имран Абазаев, Салман Усманов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адикюэлшу, Марш Ойл.